Мы еще тогда жили в Сейтлере, в Нижнегорске жили. Как-то к нам приехал в гости Пиват ага, Зети. Вот. Ну, увидел, что у меня интерес к этим старинным вещам. И он мне говорит, ты знаешь, говорит, я недавно был у родственников, говорит, в Черноморском районе, водопойной, Карлиут Койнанда. Стоял, говорит, на остановке, зашел немножко за остановку и увидел камень. Он кверх тормашкой лежал. Он не похож был на дегремент, потому что на обратной стороне у него обычный как камень такой. И увидел, что это дегрементаж. И мне говорит, знаешь, говорит, там дегрементаж есть, говорит. Керек болса юр барып алып келейік. Я на следующий день к нему в Белогорск приехал на грузовой машине. Я говорю, Пиват ага, поехали, говорю, все инструменты взяли. Он мне говорил, что он уже в землю зарытый такой, говорит, стоит камень. Приехали в Черноморский район с ним вдвоем, нашли там пару человек, чтобы нам помогли откопать, погрузить. Только начали откапывать его. Ну и женщина одна подбежала, вы что делаете, говорит, туда-сюда. Мы говорим, вот так и так. Нет, ни в коем случае с нашей деревни этот камень не трогайте, не отдаем. Пиват ага, говорит, Улян, говорит, мында ухадар ел, мында, говорит, столько лет лежал, никому не нужен. В поле, в степи, это за остановкой. Ёхамайся, и все. Потом Пиват ага там написал, куда, чего мы забираем, сельсовет. Они там где-то зафиксировали его. Наверное, этот камень раз в этой деревне был, значит, в этой деревне была какая-то большая мельница. Вот из этой мельницы вот этот камень, да, получается. Все говорят, что это водяная мельница, понимаете, а там рядом речек нет. Возможно, это ветряная мельница была. Это, наверное, 30-е годы, 20-е годы, вот от всех времен, да, это мельница. Мельницы же не везде бывали же, поэтому, когда мельничный такой большой камень, он редкий, мне нравится вот то, что он такой. Это вот Чанах-Чульмек много у кого было, а таких камней, как говорится, не так же много было.